Бородинский, Бородинский. А что такой маленький-то делает? Варит, наверное, много есть. В общем, это Бородинский это название Бородинский, а подовый хлеб просто подовый. По-моему, это не название. А, просто круглый, что, да? Нет, подовый это у печки низ под называется. Вот подовый на нем пекли. Бабушка-то там пекла, это дрова прогорят, угли там, когда практически уже не остаются в стороны, а тут под горячий. Тесто такой круглый тоже она делала, только больше сыктывкарский. Снизу лист капустный и туда. Ага. Из-за этого подовый называется. Ну? А Бородинский где-то там, наверное, делали хлеб, да, назвали Бородинский. Да, слушай, да я тоже тогда попробую. Ну и чё, какой вкус? Ай, свой запах имеет. Потому что тмин здесь добавляется Бородинский. Даже так. И мне показалось немножко, что то ли сладковато. Да, я когда-то попробовал один раз в жизни. Там такой сладкий мне показался. По-моему, специально сахар ложат. Недаром его вместе с выпечкой это самое. Ну, ладно. Ай, для рыб надо ставить. Это для рыб. Так, ну я растительным маслом сам бородинский хлеб. Ой, ой-ой, что он не впитывает это? Какой капризный. Ну так тебе. О! Так, ну что, масло я все бабахну. Что, думаешь? Много, да, сейчас польется. Ой-ой-ой. Тебе его тоже в чулок сунуть, наверное. Эту? Да. Да нет, так закину. Ладно, руками отнесу. Ну, добро выкидывать не буду, за что? Банка приедется. И остатки масла пригодятся. Ну, сейчас проверим. Чисто подовый хлеб как сработал. Без рыбной банки. Ну, сколько рыбок ты нам дашь? Опа-на. Тут много подводных сучков. Ну, благослови Христе. Ну. Опа-на, кто-то есть. Хе-хе-хе. Блин, и коряги. До кучи зацепил. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Ну, подовый хлеб плавает. Ой, ой. Ну, по количеству резко меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Штук 6 или 7 ли? Сейчас добавим. Ну. Придется вскрывать вас. Где вас лучше открыть-то? Ну, где вас лучше открыть-то? Так, пока сюда. Так, ты пока подождешь. Ты тоже подождешь, и ты подождешь. Эй, пупсики. Ой-ой-ой. Я бы сказал, что здесь чуть-чуть, но покрупнее. Ну, в принципе, с ладонь. Ну, литра 3 набралось вообще-то. Ладно. Сейчас мы обратно тебя заклеим, замотаем.
Чики-брики, все готово. Не надо сильно заморачиваться. Так. Ждите. Ну, на этот раз. Бородинский. Хлеб и 20 литров растительного масла. Но если не хочет. Эй, давай. А до кучи жмых. Ну. Интересно, тут более крупные попали. Чуть-чуть крупнее. Во. Хотела боком лить. Нифига. Ну, тырдоколь. Ну что, Валерий Батькович, не помнишь? Дядя Костя у нас сколько за раз ловил за неделю карасиков-то этих? Вряд ли слишком много. Вряд ли. Что-то не помню, чтобы он там бочками приносил. Всегда так. Ласка. Ну, ничего. Тут даже покрупнее, в принципе. Резко... О, забыл сосчитать, где-то штук 7 было. Ну, спасибо, Кронштадт, за приют, за ласку, за карасей, которые подарил. Мы идем домой. Ромашки цветут, трава цветет, то есть сенокос должен идти полным газом. Время сенокоса. Так, черная смородина. Ух ты, ягоды чернеть начали. Нельзя сказать, что большой урожай, но есть немножко-то. Ну, говоришь, чернеть начали 25 июля. Уже вовсю собирать надо. Да. Эту двор. Ну, пару штук съем. Лесным витаминчиком побалуюсь. Как-то они в тени мне показались черными, они бордово-красные, не совсем спелые. Черная смородина. Трава практически по грудь выросла. Но у меня здесь фотоловушка стоит. 5 часов прошло. Вряд ли кто тут пробегал за это время. Кроме нас. Кроме нас, да. Ну ладно, потом посмотрим. Стоит. Пускай стоит. Ура, дошли. Впереди лодка блестит. Ну, последний штрих. Песок перейти. И доехать. Я бы не сказал, что тут поселка далеко. Лоси бегают с медведями. Смотрите, тут еще и лодки ездят. Какой-то аккуратный товарищ газ сбавляет на песок. Я думал, они куда-то едут, они блеснят. Ну, моллюски, конечно, у нас не океанского масштаба, но тоже интересно, ползают по дну. Так, ладно, живите спокойно, нам не до вас. Но мы не моржи, поэтому... След самолета был в небе. Опа-на. Нифига, это... В какую сторону он пролетел-то? След оставил, самолетик. Скорее всего, туда. Здесь теряется. Да. Ну, ладно. Но мы не моржи, поэтому на реки мы одеваемся. Так, ну ладно, едем домой. Ну, поехали.
Ну, вроде приехали. Привет. Куда поехал? Да я наоборот приехал. А, Вода, я смотрю, падать начала. да. Уже чиркать начала. Раньше вообще куда хочешь, как хочешь, так и ехать можно. Что уже это, мелеет? Мелеет, заметно мелеет. Валерий Батькович, у меня предложение. Я сейчас домой приеду, куплю вино, какое-нибудь крымское вино, блин, и буду наслаждаться жизнью. В ближайшие 2 дня, минимум 2 дня выходные делаем. Там что, или за грибами, или за морожкой куда-нибудь, а так эти пусть неделю красиво. Пускай ловят. Я вон оттуда, как ехали, все смотрел, вон те мелкие тучки над деревьями интересные. Такие вроде тучки были, а потом, смотри, как будто вниз сползает. Ха, интересно. Я думаю, на дождь не похоже. Не привидение? Ах, ладно. Приехали. Все на Казанках ездят. Но у него просто другой лодки нету. Да и до Понипорта. Да, тут близко. Близко, близко, там каменистый перекат. Да.